Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко и сегодня в программе. Предварительные слушания по делу Надежды Савченко проходят в закрытом режиме. Совбез ООН хочет создать международный трибунал для расследования крушения малазийского Боинга над Украиной. Почему же Россия против? И вокруг Байкала полыхают лесные пожары, а ядовитые водоросли уничтожают флору озера. Но начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Екатерина? Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Закрытые предварительные слушания по делу украинской летчицы Надежды Савченко начались сегодня в городе Донецк Ростовской области России. Суд отложил предварительное заседание по ходатайству защиты. С подробностями моя коллега Елена Романова. Сегодня в Донецке Ростовской области прошло первое заседание по делу украинской летчицы Надежды Савченко, которую обвиняют в пособничестве в убийстве российских журналистов и незаконном пересечении границы. Савченко доставили в Донецк из СИЗО номер 3 Новочеркасска. Это порядка 80 километров от Донецка. Перед закрытым заседанием адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов рассказали, что Надежду они не видели больше недели с момента этапирования в Ростов. 2 недели назад ее вывезли из СИЗО «Матросская тишина», увезли в Ростовскую область, и только в понедельник стало известно, где она непосредственно находится. Адвокаты Надежды Савченко продолжают добиваться переноса процесса из Донецка в Ростов или Москву. По их мнению, в российском Донецке они не уверены в безопасности своей подопечной и свидетелей защиты. Пока Ростовский суд не примет этого решения, Донецкий суд дальше не может рассматривать это дело. Доводы все те же. Мы как считали, так и считаем, что Донецкий суд не может рассматривать дело Савченко по существу в связи с тем, что ни одного из условий, которые были бы достаточны для полноценного, законного, обоснованного состязательного процесса в Донецком суде обеспечить невозможно. 35-я статья Уголовного процессуального кодекса позволяет вышестоящему суду, то есть областному суду, в данном случае Ростовскому, изменить подсудность не потому, что она была избрана против правил, а потому, что она была избрана против здравого смысла. По словам адвокатов, Донецкий суд принял их ходатайство. И теперь они будут ждать, когда Ростовский областной суд рассмотрит перенос заседания по делу Савченко в Москву. Журналисты задали вопрос о самочувствии подсудимой и условиях ее содержания. Она содержится в одиночной камере с удобствами, с горячей водой, что не у всех там находится в этом СИЗО. Елена Романова, «Настоящее время», Ростов-на-Дону, Донецк. Вот что сказал после первого дня слушаний адвокат Надежды Савченко. Сейчас у нас есть уже достаточно оснований говорить, что часть материалов по делу была сфабрикована. Офицеры и рядовые, сержанты и капитаны. Все, кто нарушил военный устав, позволил себе выпить лишнего или самовольно покинул часть, рискуют оказаться на территории самой большой гауптвахты в Украине. Посмотреть, куда попадают провинившиеся военные, отправилась Ольга Калиниченко. Только что открывшуюся тюрьму военные уже окрестили Алькатрас, а первых постояльцев – аватарами. Говорят, такие киношные названия выбраны не зря. Тюрьма надежная, а попавшие за пьянку военные получают такое прозвище за схожесть с синими героями фантастического фильма. Увы, говорят военные, проблема пьянства в украинских частях есть, поэтому работы у караульных хватает. Кому-то хватает суток, а кому-то и недели мало. То есть кому-то хватает лишения премии и милого разговора с командиром части, а кому-то необходимо неделю. По закону военнослужащие, отбывающие наказания, не должны быть в чем-то особо ограничены. Для них обустроены мягкие кровати, душ с горячей водой и даже проведен интернет. Военнослужащие, которые будут отбывать наказание, будут находиться в гораздо лучших условиях на данный момент содержания, чем наши военнослужащие, которые находятся на передовой. Но начальство гауптвахты обещает, курортом или санаторием для задержанных это место не покажется. Применяться, как они говорят, конечно же, будут только законные методы наказания. Например, учение устава наизусть или усовершенствование строевого шага в течение нескольких часов. Следить будут за дисциплиной в камерах. Для этого местные работники даже изобрели смотровое окно в формате 3D. Відповідно, получается, у нас закрыта зона. Площадь комнаты большая, комната расположена на 8 человек, соответственно, получается у нас закрытая зона. Для того, чтобы можно было наблюдать, не открывая дверь, мы придумали такое изобретение. Просматриваются все углы.
Всего гауптвахта рассчитана на 120 человек, но пока что одновременно в ней может задержаться только 50. Для полноценной работы необходимо отремонтировать второй этаж. Хотя, говорят караульные, пока хватает и этого. По статистике, 60% солдат, которые попали к ним впервые, больше не возвращаются. Ольга Калиниченко, Илья Никонов. Настоящее время. Харьков. Деньги, собранные волонтерами на помощь украинским военным, теперь будут отдавать Министерству обороны. Так постановил Кабинет министров Украины. Поможет ли новая инициатива справиться с коррупцией, узнавала Ирина Кононенко. Иван из Закарпатья больше года воюет на передовой в зоне конфликта в Украине. Сегодня за то, что живой, благодарит волонтеров. Что помогали все волонтеры. С державы я не видел одну. Вся помощь приходит от волонтеров. От государства одна тушенка, и то даже скот не хочет есть. Если бы не волонтеры, мы бы не могли бы воевать, потому что вся одежда, оптика, ночники, каждая мелочь, тепловизоры – все они. Тепловизоры, все они. Только отныне правительство Украины запретило волонтерам-одиночкам напрямую помогать армии. А все собранные средства должны идти сугубо на счета Минобороны. Вся эта работа должна быть систематизирована, должен быть организован учет. И в настоящее время мы имеем те самые результаты, которые позволяют нам всю материальную помощь, которую вооруженные силы получают от волонтеров, соответствующим образом оприходовать, чтобы не было фактов использования, неправомерного использования материальной выгоды. Согласно постановлению, волонтер может собирать деньги для армии только от имени благотворительной организации или от имени Минобороны. При себе доброволец обязательно должен иметь доверенность или составленный договор. Сами же волонтеры к такому решению относятся двузначно. Мы сами требовали, чтобы волонтерская деятельность была урегулированной, чтобы ограничить работу псевдоволонтеров. Но дело в том, что именно у таких с документами все в порядке, в отличие от добровольцев-одиночек. Еще дело в том, что мы знаем уровень коррумпированности Минобороны, поэтому перечислять деньги на их баланс никто не будет. Волонтер Юлия помогает раненым, контуженным, психически нездоровым ребятам уже здесь, в тылу. Девушка прямо говорит, договора у нее ни с кем нет. И несмотря на постановление правительства, переходить под опеку Минобороны не хочет. Это постановление принимали на быструю руку и не обсуждали с волонтерами. У нас есть имя, есть репутация, мы пытаемся отчитываться за каждую потраченную гривну. Именно этого Минобороны и не хватает. В то же время в интернете полно свежих сообщений о наборе волонтеров для помощи бойцам и госпиталям. Прокуратура Украины заявила, что 50% таких объявлений – обман. Правда, задержаны и разоблачены лишь единицы. Несмотря на это, бойцы поддерживают волонтеров как могут. Я волонтерам доверяю. Волонтерам я доверяю. Им я могу доверить даже жизнь. А вот государству не верю даже на чуть-чуть. Даже не верю, даже и чуть-чуть. Сами же волонтеры выполнять распоряжение постановления не спешат. Готовятся к диалогу с властью. Ирина Кононенко. Настоящее время. Киев. По темным улицам вдвоем. В Киеве появилось новое волонтерское движение. Его участники вечерами провожают домой одиноких женщин и помогают им носить тяжелые сумки. С современными тимуровцами познакомилась Ирина Любич. Темные переулки, промышленные зоны и безлюдные парки. Ежедневно многим женщинам приходится возвращаться домой поздно вечером в одиночку. А именно в это время суток и происходит наибольшее количество нападений и грабежей. Но в Киеве появились те, кто готов защитить одиноких женщин. Все они участники нового волонтерского движения «Брат за сестру». Идею подсмотрели в Санкт-Петербурге, где такую необычную помощь оказывают давно. Это провожание в позднее время суток девушек, женщин. Но есть неформальные случаи. Это когда встретить днем с вокзала с тяжелыми сумками, либо забрать ребенка с секции или с садика, со школы. В ряды братьев берут молодых мужчин от 18 до 40 лет. Среди них не только профессиональные спортсмены, но и программисты, учителя, сотрудники ресторанов, работники почты и даже студенты. Но все они физически подготовлены и могут при необходимости защитить девушку. Попросить помощи волонтера очень просто. Нужно предварительно оставить заявку в одной из социальных сетей. Если встретить нужно срочно, можно напрямую позвонить координатору движения. Вечером написала, что вот мне надо. Пришлите, пожалуйста, мальчика. Написала там откуда и куда и время. Провел прямо под квартиру, потому что в подъезде темно, было страшно, не знаешь, какие бывают соседи.
Бояться самого волонтера девушкам не стоит, успокаивают организаторы. На собеседованиях обязательно проверяют, нет ли у потенциального волонтера проблем с законом. У нас есть документы парней, копии документов, копии их паспорта, и парни уже знают, что даже если у них возникнет нехорошее желание, то их документы у нас, и они сразу же переходят в службу безопасности. В интервью волонтер Максим рассказывает, почему решил стать братом для одиноких киевлянок. Мне больше доставляет удовольствие то, что я буду знать, что девушка дошла в безопасности, никаких приключений. Работают исключительно на добровольных началах, говорит Максим. Главное правило нашей всей дружины: во время сопровождения человека никакого флирта, никаких приставаний и так далее и тому подобное. Движение «Брат за сестру» существует пока только в столице, но активисты надеются, что вскоре инициативу подхватят и остальные города Украины. Ирина Любич, «Настоящее время», Киев. О чем сегодня говорят по ту сторону океана? Игорь, вам слово. Спасибо, Катя. Россия наложила вето на резолюцию ООН, которая предлагала создать специальный международный трибунал по привлечению к ответственности виновных в крушении малазийского Боинга над Восточной Украиной год назад. Таким образом, Россия стала единственной страной в Совете Безопасности, которая заблокировала создание этого трибунала. За него проголосовали 11 стран, 3 воздержались. И с нами сейчас на связи из студии ООН в Нью-Йорке наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, доброе утро. Какие аргументы привела Россия, блокируя эту резолюцию? Игорь, в первую очередь Россия хочет, чтобы сначала было закончено международное расследование по этому инциденту, которое продолжается уже почти целый год. Российский представитель также заявил, что и раньше сбивались гражданские авиалайнеры. Например, в 2001 году Украина сбила российский пассажирский самолет, а в 1988 году США сбили иранский пассажирский самолет. Но, по словам российского представителя, тогда по этим делам трибуналов не создавались. То есть Россия считает, что не существует юридического прецедента для создания такого трибунала. Я хочу напомнить, что большинство членов Совета Безопасности, которые хотят создать подобный трибунал, они хотят создать его на основе 7 статьи Устава ООН. То есть признать, что этот инцидент в небе над Восточной Украиной представлял опасность представлял угрозу для международного мира и безопасности. Россия с этим не согласна. Она считает, что это локальный инцидент, который произошел, единовременный инцидент. И российский представитель назвал эту инициативу по созданию трибунала преждевременной и не имеющей юридической базы. После заседания этого Совета Безопасности, на котором происходило голосование, я побеседовала с постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН Самантой Пауэр. И какой была ее реакция на действия России. Уже прошел год с тех пор, как 298 невинных людей были сбиты в небе. Их родственники продолжают оплакивать их гибель. И пока виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Так что назвать попытку создания независимого трибунала преждевременной – это абсурд. Как раз время очень подходящее. Представители Голландии, Малайзии и другие участники международного расследования, которое велось весь год, скоро его закончат, и им нужно будет передать его результаты криминальному трибуналу. Так что мы разочарованы и возмущены тем, что Россия решила использовать таким образом свое право вето. Вика, скажи, пожалуйста, какая разница между этим трибуналом и уже идущим международным расследованием? Игорь, у трибунала и у расследования должны были быть разные задачи. Целью расследования является собрать как можно больше свидетельств, информации о том, что же произошло год назад в небе над Восточной Украиной. Почему упал пассажирский самолет, почему произошло крушение. А потом взять все эти данные и передать трибуналу. Уже трибунал занимался бы вопросами предъявления обвинений предполагаемым виновным в этой трагедии. И также занимался бы
бы организацией и проведением справедливого суда. Но вот российская сторона считает, что создание такого трибунала было бы очень политизированным шагом, она против этого. И накануне на заседании Совета Безопасности российский представитель Виталий Чуркин даже обвинил Россию, даже обвинил Украину в том, что она виновата в том, что позволила пассажирскому самолету пролетать над своей территорией, на которой происходит военный конфликт. Вот что господин Чуркин сказал. Малазийские авиационные власти, в конце концов, могли не знать, что у вас есть вооруженный конфликт. Но это вы прекрасно знали. Почему вы это делали? Из жадности или по каким-то другим соображениям? Почему до сих пор не предоставили в расследование записи переговоров военных ваших авиадиспетчеров? Вот вам и безнаказанность. Наказали кого-нибудь за это? Ну и после заседания Совета Безопасности я побеседовала с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, и я попросила его прокомментировать вот эти обвинения российской стороны. Вот что он сказал. С точки зрения политической корректности не могу говорить об окончательных результатах расследования. Давайте их подождем. Но тем не менее, мы уже неоднократно говорили, каким образом осуществлялся контроль над воздушным пространством. И мы видели фотографии. Когда вот эти пробоины в фюзеляже самолета прекрасно говорят о том, какова причина этой трагедии. А в моей беседе с Самантой Пауэр, госпожа Пауэр сказала, что вот несмотря на это вето, которое наложила Российская Федерация, Соединенные Штаты уже ведут консультации со спонсорами этой резолюции, с теми странами, которые поддерживают создание трибунала, например, с Голландией, с Малайзией. И она хотела заверить международное сообщество, международную общественность, что несмотря на вот это противодействие России, виновные в этой страшной трагедии обязательно будут найдены и обязательно предстанут перед судом. Игорь. Спасибо. Это была Виктория Купчинецкая из студии ООН в Нью-Йорке. Своим голосованием в Совете Безопасности ООН Россия в очередной раз противопоставила себя международному сообществу. Об этом же в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне говорила известный журналист и эксперт Центра Энн Эпплбаум. В последние месяцы и годы многие в России утверждают, Запад пытается унизить нас теперь, когда мы возвращаем нашу мощь. Если бы только западные и российские эксперты более внимательно изучили факты того, что на самом деле произошло с Россией, и какое реальное место России в мире. В течение последних 18 месяцев международный престиж России обвалился. Россия стала менее влиятельной, чем это было в начале кризиса в Украине. У России меньше друзей. Путина приглашают на меньше мероприятий. Очень важно не позволять этим мифам, созданным ведущими российскими СМИ, подорвать то, что на самом деле является фактом. Россию пригласили в сообщество наций, и теперь Россия уходит из этого сообщества. И я не уверена, что в России это знают и понимают. Между тем, командующий вооруженными силами НАТО генерал Филипп Бридлов в интервью телеканалу PBS напомнил, что Россия использовала силу для того, чтобы изменить международно признанные границы, имея в виду аннексию Крыма, а также ее действия в Донбассе, Приднестровье и Грузии. Цитата. «Мы видим реваншистскую Россию, которая избрала новый путь к тому, какими должны быть меры безопасности в Европе и как они должны имплементироваться». Тем не менее, это конец цитаты, тем не менее, Бридлов выразил надежду, что Москва в будущем будет хорошим партнером. По его словам, существует множество сфер, где нужды и требования России и США соответствуют друг другу. И в среду вечером в Вашингтоне состоялось вручение премии Национального пресс-клуба. Престижной награды в области печатной, телевизионной, радио и интернет-журналистики. Премию также вручают в категории «Борьба за свободу прессы». И в этом году ее присудили нашей коллеге, журналисту «Радио Свобода» Хадиже Исмаиловой. Роман Мамонов побывал на церемонии вручения наград. Эти скромные рамки с дипломами дорогого стоят. Американский национальный пресс-клуб – одно из старейших журналистских объединений мира. А вручаемая уже в 42-й раз премия может быть не так известна у публики, как Пулитцеровская, но не менее престижна. Ее присуждают в 3 десятках номинаций. От лучшего обеспечения срочных новостей и политических расследований до материалов о правах животных и защите прав потребителей. Победители – лучшие СМИ Америки. От небольшой региональной газеты Seattle Times до гигантов вроде агентства Associated Press,
телеканала CNN и газеты Washington Post. Но есть одна категория, в которой лауреаты не соревнуются, а просто получают награду по совокупности. За то, что не опускают руки, не сдаются и продолжают бороться за право быть журналистом и доносить правду до аудитории. Khadija Ismailova is the leading investigative reporter in Azerbaijan, and she has tackled Увы, наша коллега-журналист радио «Свобода» Хадиджа Исмаилова вместо того, чтобы сидеть в одном зале с лучшими репортерами Америки, сидит в тюрьме. Год назад азербайджанские власти арестовали Хадиджу. Как уверены не только коллеги, но и международные организации по защите прав журналистов, обвинения против Исмаиловой являются надуманными и политически мотивированными. Таким образом, власти Азербайджана пытаются запугать независимых журналистов, расследующих коррупцию и произвол. Эта награда — наше признание смелости Хадиджи, и это призыв к нам всем осудить ее арест и призвать к ее освобождению. Некоторые могут сказать, что Хадиджа наивно следовала журналистским принципам из учебников, хотя в реальности все иначе. Но она находится в тюрьме не из-за своей наивности, а именно из-за верности своим принципам. Она получала угрозы в свой адрес и в отношении ее близких. Ей советовали замолчать, успокоиться, но она продолжала делать свое дело. В этом году награду в области борьбы за свободу прессы, кроме Хадиджи Исмаиловой, получили еще двое американских репортеров, но тоже заочно. Журналист газеты Washington Post Джейсон Резаян почти 10 месяцев находится в тюрьме в Иране, а Остин Тайс пропал почти 3 года назад в Сирии. Впрочем, здесь, в Национальном пресс-клубе, надеются, что рано или поздно журналисты будут освобождены и смогут получить свои награды лично. Как говорит президент Национального пресс-клуба Джон Хьюз, вручение этих наград власти Азербайджана или Ирана могут воспринять как политический жест. Но именно на это и расчет – послать сигнал – нас не сломать поодиночке. Хадиджа получила награду в этом году, потому что мы решили, что мы должны привлечь внимание к ее делу и сделать все возможное, чтобы освободить ее. И вручая эту награду сегодня, мы хотим создать давление на власти Азербайджана. По совпадению, дела Хадиджи Исмаиловой и еще одного лауреата Джейсона Резаяна сейчас переданы в суд. Оба не признают своей вины и готовы доказывать это, как всегда, с фактами и свидетельствами. А коллеги по репортерскому цеху уже пообещали не дать властям провести эти процессы по-тихому, в тайне от общества. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Комитет по международным отношениям Сената США в среду единогласно одобрил принятие глобального акта Магнитского. Напомним, акт Магнитского – это закон, вводящий санкции против российских чиновников, причастных прямо либо косвенно к гибели в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Расширенная версия закона позволит властям США свободнее вводить санкции против граждан любой страны мира, в отношении которых есть доказательства применения пыток, коррупции и преследования гражданских активистов. На берегу французского острова Юриньон в Индийском океане был найден фрагмент крыла самолета Boeing 777. Он может принадлежать малазийскому авиалайнеру, пропавшему в марте прошлого года при загадочных обстоятельствах. В интервью «Голосу Америки» специалист в вопросах авиации Хавьер Тительман заявил, что он абсолютно уверен, что найденный обломок – флаперон крыла, используемого в моделях Боинга 777. И убийство льва Сисила из национального парка Зимбабве дантистом из Миннесоты вызвало глобальное возмущение в социальных сетях, включая угрозы убийством в адрес врача. «Убийца» и «Я Сесил» – надписи на самодельных плакатах. Около 200 человек собрались на акцию протеста у офиса 55-летнего Уолтера Палмера в пригороде Миннеаполиса, требуя его экстрадиции в Зимбабве, чтобы он там предстал перед судом. Среди собравшихся есть и пациенты Палмера, теперь уже бывшие. Мне стыдно за Миннесоту, за наш район, что такой человек вообще мог быть среди нас. Офис дантиста в Блумингтоне, штат Миннесота, был вынужден временно прекратить свою работу. Полиция Блумингтона расследует угрозы в адрес Палмера, местонахождение которого неизвестно. Поскольку многие из этих угроз были сделаны через интернет, полиции сложно оценить их правдоподобность и установить источники.
Опытный охотник Палмер во вторник выступил с заявлением, в котором выразил сожаление в связи с убийством Сесила, самого известного льва в Зимбабве, 1 июля. По его словам, он нанял профессиональных местных егерей, которые, как он считал, получили необходимые разрешения, и поэтому думал, что охота была легальной. Гибель льва вызвала появление нескольких петиций и заявлений организаций по защите прав животных. Они призывают к принятию в США законов, защищающих крупную дичь и запрещающих ввоз охотничьих трофеев в США. Но дальше эфир продолжат наши коллеги в Праге. Катерина. Спасибо, Игорь. Пожары на Руси издревле всем миром тушили. С тех пор мало что изменилось. В Иркутской области с 4000 гектаров горящих лесов пытается справиться местное население в добровольно-принудительном порядке. На остров Ольхон отправился наш корреспондент Петр Шоломовский. Местные жители уже который день отправляются в лес, чтобы окапывать и караулить пожирающий все на своем пути лесной пожар. Каждую ночь огонь распространяется все дальше по сухому мху и веткам деревьев, и все приходится начинать сначала. Сейчас отношение национального парка к населению просто потребительское. А с населения можно взять, а когда население обращается, то нельзя. Остров Ольхон – часть национального парка, поэтому 11 сотрудников местного лесничества заправляют здесь всем. От заготовки дров до выноса мусора. Они же решают, кто будет тушить пожар. Я думаю, надо 40 человек сегодня, 40 человек завтра. В заповедную часть острова туристов пускать перестали. Несколько десятков машин развернули на въезде в заповедник. Пока туристов нет, временно оставшихся без работы местных таксистов отправляют тушить пожар. Глава местной администрации пытается организовывать так называемых добровольцев. Поэтому давайте определяемся. Завтра какие машины идут, с вечера заправились? Надо с вечера организовать. Заправились, по десяткам раскидались. Сегодня ночью к местным жителям и лесничеству присоединились более 40 сотрудников МЧС. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Помогают волонтеры. Если говорить так, пожары на Руси всегда все могут тушить. Поэтому помощь, конечно, есть, но в лесу непосредственно работают специалисты Прибайкальского национального парка. Пока пожарным везет. Сегодня небо над островом затянули тучи, и ветер изменил направление. Антон Золотых, Петр Шоломовский. Настоящее время. Пока леса вокруг Байкала продолжают гореть, экологи забили тревогу уже по другому поводу. В озере стремительно размножаются водоросли, которые не только уничтожают его естественную флору, но и представляют опасность для человека. Ученые во всем винят сооружения, сливающие в Байкал отходы. Байкал стремительно зарастает водорослями. К такому неутешительному выводу пришли исследователи флоры озера. По их данным, ситуация начала резко ухудшаться в 2011-м. Темные нитчатые водоросли, спирогиры, покрыли практически все дно. Ведущий исследователь Института лимнологии Сибирского отделения РАН говорит, что подводное растение адаптировалось к условиям Байкала. Причем, если первоначально мы наблюдали ее интенсивную вегетацию в летний период, то сейчас наблюдаем вегетирование в течение, к зимнему периоду, подледному периоду она отмирала, то сейчас мы наблюдаем живые таломы в течение всего года. Скопление спирогир производят ядовитые бактерии, которые уничтожают естественную флору Байкала. Местные жители заметили, что скот перестал пить в заболоченных местах. По словам ученых, особенно активно спирогиры разрастаются в местах туристических стоянок и очистных сооружений. Причины – использование людьми шампуней и моющих средств, в которых содержится питательный для водорослей фосфор, а также сброс в Байкал не прошедших необходимой обработки отходов. Экологическую катастрофу еще можно предотвратить, говорят ученые. Что нужно сделать, уже давным-давно озвучено. Прежде всего, это запретить использование и продажу фосфорсодержащих моющих средств, стиральных порошков и моющих средств. Дальше. Восстановить работу, а при необходимости реконструировать все имеющиеся по берегам Байкала очистные сооружения. Местные жители считают, что нашествие водорослей – лишь одна из бед Байкала. Надо решать сначала главную проблему, а уже потом остальные. А главная проблема – это обмеление Байкала. Нерестилище, оказывается, на берегу, рыбы становится меньше. Ну, тут все связано. А водоросли, они в этой цепочке находятся, это одно звено.
Российское министерство природных ресурсов запустило федеральную целевую программу по охране озера и развитию прилегающей территории. Но из-за экономического кризиса Байкалу, похоже, придется подождать еще год-другой. И это все новости на сегодня. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфирах своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.